Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Вы точно не ждете, но это точно случится. Какие внезапные и неожиданные события у вас уже на пороге. Загадайте, пожалуйста, на то, чего не ждете, и пусть нужная и важная информация обязательно вас найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, что будет, ох, что ждет. Здесь человек буквально вот на ракете летит с сердцем в руках. Вы не ждете, что в вас кто-то влюбится. Вы не ждете, что за вами кто-то начнет ухаживать, кто-то будет добиваться вашего расположения и вашей любви. Ну, это не просто на пороге, это называется ворвется в вашу жизнь, так что и глазом не успеете моргнуть. Этот мужчина, либо эта женщина уже вас заприметили. Уже много этот человек о вас думает, уже влюбился в вас этот человек. Если смотрит меня женщина, то это мужчина. Если смотрит меня мужчина, то это женщина. Да, женщины тоже могут влюбиться и тоже могут добиваться мужчины. Этот человек врывается в вашу жизнь, предлагая всего себя и свое сердце. На ракете, просто на ракете. Может быть, у этого человека какой-то спортивный автомобиль, либо этот человек очень быстро любит ездить. Но, может быть, настолько вот будут откровенные, настойчивые, горячие действия в вашу сторону, что будет казаться, что да, летает на реактивной ракете. Вы ничего не делали. Вы вообще не обращали внимания на других людей. Вы не красовались, вы не наряжались. Вы просто жили свою жизнь. И этот человек увидел вас и влюбился. Влюбился так сильно, как первый раз, либо как единственный раз в жизни. И этот человек пойдет, мне идет на крайние меры, да, потому что все-таки ракету показывают. На крайние меры, лишь бы вы обратили на него, на нее свое внимание. Кто-то из вас будет в полном шоке, потому что у вас голова совершенно о другом думает. У кого-то там проблемы с работой, либо на работе. У кого-то из вас там может быть проблемы с родственниками, либо в принципе с ресурсами. Кто-то какие-то документы оформляет. И тут на тебе, да, вот любовь. Любовь ворвется в вашу жизнь. Вернее, влюбленный в вас человек ворвется в вашу жизнь. Очень настойчивый, очень горячий человек. И этого человека будет очень много в вашей жизни. Буквально будет казаться, что человек вас преследует. Там, может дежурить у вашего дома, может ждать вас после работы. Может ходить за вами, буквально как тень по пятам. И кого-то из вас это явно не порадует, либо станет какой-то проблемой дополнительной, а у кого-то очень даже и зайдет. Человек полностью перевернет вашу жизнь, наполнит ее необычными эмоциями, новыми красками. Опять же, кто-то мечтал, да, чтобы в него влюбились и поухаживали красиво. Может, не сейчас вы этого хотели, может, вы хотели там чуть попозже, когда с делами справитесь. Вот такая вот ситуация, мои хорошие. Кто зашел на эту отсыпку, в вашу жизнь летит влюбленный человек и прям на ракете летит и будет вас добиваться. И никуда вам от этого не деться. Нет, конечно, можете послать. Вам никто не возбраняет. Но с другой стороны, я не уверена, что человек так легко сдастся. И этот человек влюблен, и вы ему нужна, либо нужен для того, чтобы с вами выстраивать отношения. Дальше, мои хорошие, вот здесь у вас лодка на волнах поднимается. Волны очень высокие, прям такой конкретный шторм. И кажется, что лодка вот-вот перевернется. В момент, когда вы будете готовиться к худшему, небеса протянут руку. Причем, эта рука, она действительно
всемогущая. Она не только спасет вас в этой лодке, но и шторм успокоит. Да? Вот одно распоряжение, либо один указ, одно слово, и шторм утихнет, лодка ваша не перевернется. Может быть, да, вот как нахлынут проблемы, либо какое-то, знаете, неспокойное состояние, а может быть, какие-то страхи, да. Вот рука свыше мне показана. У кого-то в прямом смысле слова высшие силы помогают, вмешиваются в вашу жизнь и, ну, буквально избавляют вас от каких-то серьезных проблем. А у кого-то отыграется рука свыше, это может быть какой-то начальник, чиновник, лицо, имеющее власть и имеющий авторитет, да, может вам помочь, протянет вам руку. Это серьезный знак. Я так понимаю, что вы ни от кого ничего не ждете, и у вас особых-то и знакомых, наверное, нет. Кто бы мог вас защитить, кто бы мог таким образом вмешаться. Ну, видите, у кого-то небеса, у кого-то власть имущий человек поможет. Дальше. Вы совершенно не ждете. Ну вот здесь показана маленькая лошадка, такой, знаете, конек-горбунок. Нет, не ослик, конек-горбунок, который может, конек это, да, приносить большие деньги. Работа, которую вы считаете какой-то, ну, малозначительной, несущественной, может, это вообще ваше хобби. Вы там сидите дома, носочки вяжете и думаете: господи, кому нужны мои носочки? Текстильная промышленность там развита. Какие хочешь носочки с любых стран, в любом маркете продаются, там как бы и без моих носочков хватает. Но вот именно захотят ваши. И вот этот маленький конь, конек-горбунок, принесет вам хорошие деньги. Либо у кого-то по этому знаку может отыграться ситуация, что вы имеете какое-то образование, специальность, профильную специальность, но вы по ней не работали и считали, что, ну, как бы это было просто потраченное время. А теперь, как никогда, эта специальность, эта профессия востребована. И за нее платят очень хорошие деньги. Прям более чем хорошие. Да, можно вернуться к истокам. И время было потрачено не зря. Вы можете заработать хорошую сумму. Вы можете устроиться на хорошую работу. Ну и также у кого-то, возможно, ваш небольшой бизнес, который не особо радовал вас доходами. Ну, как, не знаю, для души, например, у вас был, да, бизнес. И я вижу, что будут хорошие деньги. Ваш бизнес принесет вам хорошие деньги. Прям, смотрите, мало того, что вы не ждете, так еще и с левой стороны. Для вас это шок. Для вас это такая неожиданность. Прям неожиданность в квадрате. Скажете: ничего себе, вот это да, вот это дела. И еще по этой лошадке, возможно, кто-то из ваших близких может очень удачно устроиться на хорошую работу с хорошей оплатой. Ну, допустим, это может быть и не основная работа, а как подработка, но доход прям прекрасный приносит. Ну, либо близкий человек, допустим, поступает на одну должность. Люди, вот работодатели посмотрят на него, скажут: ой, да ты талантливый человек. Вот можешь занять более высокую должность. Хороший знак, неплохой, абсолютно неплохой. Дальше, мои хорошие, вот к женщинам хочу обратиться. Кто-то из вас совершенно не ждет пополнения, но вы можете с этим столкнуться. Да, сделаете тест и будете сидеть и улыбаться. Да? У кого-то вот прям беременность, и она уже наступила, вы просто об этом не знаете. Но сделаете тест, либо пойдете, ну, к специалисту, и вам там прям так торжественно и скажут: поздравляем вас, мамочка, да? Вы скоро станете мамочкой. Ну, может быть, кстати, беременность не у вас, а у вашей родственницы. И тогда вы станете либо тетей, либо бабушкой, либо прабабушкой. Ну, такой хороший знак с правой стороны, во благо беременности. И высшие силы так решили. И еще для вас большой неожиданностью станет какое-то письмо. Письмо, которое вы получите, ну, либо на бумаге написано, да, как по старинке. Не знаю, еще ходят такие письма или нет. Может, в некоторых странах еще есть. Ну, либо это будет электронное письмо. Во-первых, там удивительно все, начиная от того, кто отправил это письмо, заканчивая тем, что написано в этом письме.
вы несколько раз будете перечитывать и даже кому-то будете показывать, да, либо консультироваться будете, либо будете спрашивать, неужели это правда, неужели, это мне такое письмо пришло, почему-то вам не верится. Почему-то посчитаете сперва, что это скам, да, что какой-то развод. Нет, это письмо вам пришло. И там серьезные люди вам это письмо написали. И если вы правильно отреагируете на это письмо, либо согласитесь на то, что вам будет предложено в этом письме, то вы ничего не потеряете, наоборот, даже обретете, либо улучшите для себя. Серьезный документ, серьезное письмо, поэтому проверяйте свой электронный ящик и также обычный почтовый ящик. То действительно очень такое прям конкретное письмо. Дальше, мои хорошие. Не ждете вы, что вам близкий человек, но я не вижу здесь особого родства, скорее всего, в дружбе, в службе, да, может быть, кто-то из коллег, с кем вы очень близко и тепло общаетесь, может быть, там друг, подруга, может быть, даже соседи, с кем вы дружны, поступит как крыса, что-то от вас скроет, мало того, еще может вас где-то сдать, про вас там что-то рассказать, крысу играет. И не хочется в это верить, но факты остаются фактами. С болью в сердце вам придется признать этот факт. И, конечно же, нужно будет как-то этот вопрос решать. И если человек один раз так поступил, то не исключено, что и в следующий раз так поступит. И еще знаете, какой вопрос? А может быть, этот человек и раньше так поступал, да, просто вы не знали. Человек мог вас предавать, человек вас мог обманывать, подставлять, что-то у вас забирать, а вы этого не знали, чем-то вашим пользоваться, как своим. Понимаете, прям крыса обнаружится. Был человек, не успели вы повернуться, отвернуться, раз и в крысу превратился. Я прям вижу, что боль в сердце, и вы думаете, да как так, да, почему? Как человек вроде такой хороший был, и вроде дружили мы очень крепко. Как мог превратиться в крысу? От этого никто не застрахован, к сожалению. Но опять же, если с человеком все в порядке изначально, есть принципы, устои, то человек никогда не станет крысой. Значит, уже были какие-то предпосылки, или человек родился таким порченным, да, просто удачно маскировался под нормального, адекватного персонажа. Это, конечно, неприятный момент, но вы его тоже переживете. Еще в семье, либо в отношениях, да, там, где муж, жена, либо парень, девушка, вы не ждете, что мужчина какое-то серьезное предложение вам сделает, либо какое-то серьезное заявление, намерение, может быть. Это касается какой-то денежной составляющей, либо покупки чего-то дорогостоящего. Например, если у вас проблемы с жильем, то мужчина начнет говорить о том, что давай-ка я на себя ипотеку возьму, либо я что-то свое старенькое продам, и мы с тобой вложимся, и переедем, и съедем. Может, да, про переезд говорит. Давай мы все бросим и куда-нибудь переедем, где больше возможностей, где больше маневра, да, где можно развернуться, где больше работы. Может, даже переезд в другую страну будет обсуждаться. У кого-то из моих дорогих зрителей мужчина может попросить родить ребенка. И вы такая скажете, ничего себе, да, а вы уже беременны, судя по этому писку. Все сошлось. И также может быть разговор про семью, про то, что нам пора с тобой жениться, пора завестись семьей, да, что это мы с тобой просто встречаемся, да, давай съедемся, подадим документы в ЗАГС. Я вижу, что вы будете приятно удивлены. То есть мужчина прям покажет свою и лояльность, и настроенность на вас, и серьезное отношение к вам. И, конечно, то, что он очень серьезен в ваших отношениях. Это неожиданно, но очень приятно. Дальше. У кого-то из вас какие-то странные сны будут в ближайшее время. Сны, которые буквально вам глаза на что-то открывают. На то, что, например, вы не видите сами. Допустим, какие-то знакомые люди могут присниться вам какими-то чудовищами и монстрами. Либо вы можете во сне увидеть, что вы не на той дороге стоите, да, что вы от поезда отстали, либо не успели
в автобус сесть. Да? Вот какие-то такие сны, которые действительно подсказывают конкретно вам по вашей жизненной ситуации. Относитесь к этим снам серьезно. И поверьте, если вам это снится, значит, вы все еще можете изменить. Да? Переиграть, отыграть, переменить. Надо действовать. Нельзя вот сидеть и тосковать, нужно действовать. И еще совершенно неожиданно для вас вы заметите, что вы похудели. Вам люди об этом начнут говорить, да, люди, которые вас давно не видели, все будут говорить, что вы похудели, что вы там скинули лишнее, что вы выглядите, да, по-другому. То есть это не комплименты даже, а это данность. Вот люди говорят то, что они видят. Возможно, да, вы похудели, но вы этого не заметили. Либо у вас были отеки, и отеки сошли, вы это не замечаете, потому что отеки сходили как-то вот плавно. А вы каждый день на себя в зеркало смотрите, вы просто не замечаете. Ну а те, кто вас давно не видел, конечно же, они это отметят, заметят и вам об этом расскажут. Дальше. У кого-то на работе какие-то странные ротации будут происходить. Вот ни с того, ни с сего могут каких-то людей уволить. Вы не обобщайте, пожалуйста, и не пугайтесь, особенно если дорожите своей работой. Этих людей уволили по делу. Эти люди, они что-то серьезное, какой-то серьезный проступок совершили, и пусть скажут спасибо, что их просто уволили, а не отдали, например, под суд, либо еще куда-нибудь, да, потому что там серьезное что-то. Конечно, огласки не будет. Это дело постараются просто замять, либо подать, что вот сократили. Вот этих персонажей мы сократили, да, этих сотрудников мы сократили. На самом деле там что-то очень серьезное. И вы об этом можете узнать, но узнать только лишь со временем. Может, там через полгода, да, кто-то что-то скажет, либо там сверху какая-то информация спустится, и обычные сотрудники тоже узнают. Кстати, у кого-то могут и начальника поменять. Вот прям действительно придете как-то на работу, а у вас новый начальник, либо новая начальница. Ну, совершенно загадочным образом. Но с другой стороны, все, что не делается, все делается к лучшему. Переживать не стоит. Вас это не коснется, то есть вас никто не уволит. Будет ли вам хуже, если будет новый начальник? Нет, не будет. Наоборот, мне идет, что будет лучше. Может, вы давно уже как-то в душе не одобряли своего начальника, либо начальницу. Теперь новый человек, новые отношения, и человек, мне кажется, адекватный придет. По крайней мере, знает свое дело и к людям очень будет лояльно настроен. То есть вы это тоже и почувствуете, и поймете. Дальше, мои хорошие, показывают каких-то противных женщин по отношению к вам. Эти женщины всегда на вас косо смотрели. Это не одна женщина, тут прям целая группа женщин. Ну, несколько человек однозначно. И у вас какое-то противостояние было с ними. Вернее, даже это у них с вами было, да, потому что вам все равно на этих женщин, вы свою жизнь живете, вы никому не лезете, никого не трогаете, ну и не позволите, чтобы вас кто-то обижал. А эти женщины постоянно на вас засматривались, постоянно негативили в вашу сторону. Вот, неожиданно у этих женщин какая-то прям общая беда случится. Даже если это абсолютно разные женщины, ничем с друг другом не связаны, но беда у них будет общая. Что за беда? Я не могу сказать, потому что вы все слишком разные, мне это не показано. Но вы об этом узнаете, и так будете удивлены, скажете, вот это да, вот это напасть, да, на моих недоброжелательниц. Вот общее что-то, да, общие проблемы у них будут. И эти проблемы прям охладят их пыл, чтобы не лезли к вам, чтобы не лезли в чужие жизни, а занимались собой и своими жизнями. Ну, то есть мне кажется, что это вселенская справедливость, да, в действии, когда плохих людей просто на скаку останавливают, да, и чтобы посидели, подумали, осознали свои проступки, осознали свои грехи. Да, общее. Вам будет удивительно от того, что у них у всех одно и то же случилось. Да, либо настолько похожие, но как будто бы отзеркаливают друг друга. Может, все вместе гриппом заболеют, да, либо еще чем-то. Ну, мы никому ничего не желаем, просто как пример я привела. Дальше показываю человека, который никогда ранее не был замечен в симпатии, либо интересе к вам. Этот человек всегда держался своей линии и жил свою какую-то угрюмую жизнь.
А теперь этот человек меняется. У человека что-то в личном мне идет, происходит. И человек прям, знаете, расцветет буйным цветом. Я вижу, что этот человек прям и здоровается с вами, и чуть ли не обнимается, и какие-то, вот знаете, хорошие разговоры у вас с этим человеком. Ну, прям, знаете, как друзья. Вы сначала скажете: ничего себе, неужели человек под кайфом? А потом вы со временем узнаете, да, что у человека там в личной жизни все хорошо, наладилось. Человек просто счастлив, да, влюблен, любим, и поэтому хорошее настроение, поэтому любит весь мир, ко всем людям хорошо относится. И это хороший знак, хороший, и вам будет приятно, потому что у вас всегда какая-то скомина шла, когда этот человек хмурился в вашу сторону, либо, знаете, как игнорировал вас. Вы могли поздороваться, а этот человек такой, типа: кто такая, да? Отвернулся, как будто бы вы пустое место. Вот. А теперь вы смотрите, как мило будете общаться, да? Какие-то даже вещи будете обсуждать, какие-то дружеские беседы у вас будут происходить. Да, человек буквально меняется на глазах. Я не могу сказать, что это близкий человек, но вы с этим человеком периодически сталкивались. Ну, теперь видите, все замечательно. Дальше. Вы совершенно не ждете прорыва, но вот не пойму в чем. Может быть, это какая-то сложная ситуация, может быть, это проблема на работе, проблема у кого-то в семье. Но здесь вот буквально на пороге прорыва показано. Что-то меняется в мире, в стране вашей, в городе, где вы живете, да, что-то меняется, что позволяет вам действовать. Это не то, что вам раз там и все сделали. Нет. Допустим, там поменялся закон, либо поменялись какие-то условия, правила. И у вас больше возможностей. Вы начинаете действовать. Раньше вы на одной точке, как вросли, стояли, да, не могли пошевелиться ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад. А теперь вы можете действовать. И то же самое, вот если там в семье были какие-то проблемы, что-то меняется, что-то происходит, не зависящее от вас, но это позволяет вам приближаться к вашему прорыву, да, все ближе и ближе к прорыву идти. Но прорыв — это решение, достижение, успех, результат. Хороший знак. Буквально совсем скоро вы фонтан откроете, и польется чистая водичка. Фонтан вообще и радость означает, и ресурсы тоже означает. Еще вы совершенно не ждете, что вы с человеком из прошлого встретитесь. Человек из прям очень далекого и глубокого вашего прошлого. И вы знаете, мне идет, что вы этого человека не узнаете, ну, по крайней мере, там первое время не узнаете, вам сложно вспомнить, кто это такой, кто это такая. А человек прям четко, да, к вам идет, там за руки хватает, обнимает, говорит: как ты, там соскучился, давно не виделись. Ну, немножко не по себе будет, но с другой стороны, когда вы вспомните, кто же это такой, кто же это такая, очень сильно удивитесь. Потому что вы выглядите как молодой парень, либо молодая девушка, а это человек как, ну, не знаю, дедушка, либо бабушка. Прям, ну, совсем не камильфо. И это будет так странно, вы скажете: ну неужели, как такое могло случиться? Ну мы же приблизительно, не знаю, там одногодки, либо вместе там в школе учились, либо учились там вместе в вузе. Как человек мог так сильно состариться, да, прям поизносился человек. А вы на фоне этого человека, ну, лет на 20-25 моложе выглядите. И вы модно, стильно одеты. А этот человек, ну, прям, ну, как бабушка либо дедушка. Вот почему-то мне так идет. Странный у вас такой еще разговорчик случится. Там человек начнет вас расспрашивать, а вам так некомфортно будет. Вы все время будете думать, почему этот человек так старо выглядит, почему этот человек выглядит, ну, вот прям действительно затасканным каким-то. Вот. Потом еще долго будете об этой встрече думать, с кем-то будете об этом говорить. И, ну, поймете, что все-таки, да, время было немилостиво к этому человеку, а вы молодец, вы за собой хорошо следите, вы правильно питаетесь, вы, не знаю, там, может, спортом каким-то занимаетесь, либо хотя бы прогулки делаете. Вас, как жизнь, заморозила, да, а этого человека очень быстро состарила.
А если это еще ваш бывший, либо бывшая, скажете, вот ничего себе, сейчас бы жила бы с дедушкой, да, либо жил бы с бабушкой. Еще такие мысли смешные будут у вас в голове. Ну, вот такая встреча из прошлого у вас показана. А еще я вижу, что вы не ждете, но вы сможете отдохнуть. Отдохнуть от каких-то дел, от домашней рутины. У кого-то отдых идет, у кого-то идет отдых от работы, да, вот выпадет вам такой счастливый случай, что вы можете немножечко отдохнуть, переключиться, выдохнуть. Это не значит, что это все, вот вы прям на отдых на 30 дней, нет. Там вот как день не идет, либо даже полдня, но этого будет прям достаточно, чтобы вы ощутили, что вы, ну, отдохнули, да, вот такое вот прям эйфория мне идет, что, о боже, я отдыхаю, неужели мне не нужно делать там эту работу, либо еще что-то делать, я могу там посидеть, посмотреть любимый фильм, либо сериальчик, либо почитать интересную книгу, либо просто поспать, да, выспаться наконец-таки. Такой хороший момент. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.